Всем привет, друзья, меня зовут Саша, и сегодня у нас будет видео целиком и полностью посвященное виду борьбы алыш, а точнее борьба на поясах. Борьба на поясах — это древний вид борьбы, заключающийся в единоборстве двух подпоясных борцов. Спортсмены все время поединка находятся в схватке, держа друг друга за пояс, и каждый из соперников пытается повалить другого и победить. Друзья, я знаю то, что этот вид спорта есть в Всемирных играх кочевников. Кстати, видео про открытие Всемирных игр кочевников 2018 года сможете найти по ссылке в описании вон там, внизу под этим видео, и вон там в подсказке, друзья, поэтому, кому интересно, можете посмотреть. В общем, этот вид спорта есть в Всемирных играх кочевников, поэтому сегодня, друзья, мы с вами посмотрим алыш, чемпионат мира 2018 год, третьи Всемирные игры кочевников. Вот так. Это как раз будет чемпионат мира по тем играм кочевников, про которые у меня было видео. Правила этой игры очень простые, и я их прочитал в начале, поэтому думаю, то, что нам будет интересно. Да. Кстати, друзья, раз уж мы заговорили про борьбу, то я не могу вам не рассказать то, что недавно у меня было видео про Валентину Шевченко. И ссылка на это видео находится в описании и вон там в подсказке, поэтому можете посмотреть, оно реально очень интересное. Кстати, друзья, пока я искал информацию о алыше в интернете, я нашел кыргызского чемпиона по этой игре. А именно я нашел аксийца Кадыра Келсинбекова, который стал чемпионом мира по борьбе алыш в 2015 году. В период с 9 по 12 октября в польском городе Белосток проходил чемпионат мира по национальной борьбе алыш. Кыргызский боец из Аксы Кадыр Келсинбеков завоевал золото и стал чемпионом мира по борьбе алыш. Вот его фотография, кто не видел, и он огромный молодец. В общем, друзья, мы начинаем просмотр борьбы алыш. Поехали. В общем, начинаем. Так, вот они уже дерутся. Кстати, друзья, я прям только сейчас понял, почему эта игра, точнее, эта борьба называется борьба на поясах. То есть алыш называется борьба на поясах. Все это потому, что, смотрите, они как бы, когда дерутся, они держатся друг друга за пояс. И именно поэтому эта борьба называется борьбой на поясах. Все очень просто. Ага, вот они дерутся. А, кстати, вы заметили то, что у них сзади на куртках написана страна, из которой участник. То есть вот... Вот, вон, КГЗ написано, так понимаю. Да. А, кстати, я еще заметил то, что они одеты все в специальную форму синего и зеленого цвета и в белые штаны. То есть каждый бой проходит именно в этой одежде. А вот здесь, допустим, не написано, из какой страны участник. То есть не везде пишется, я заметил. А, да, также участвуют еще и женщины в сражениях. Вот судья, который выдает предупреждение. И баллы, наверное, за борьбу, да? И там судья стоит, точнее, ходит и наблюдает за боем. И останавливает свистком, когда нужно. А вот это, наверное, тренер, да? Да-да-да, который дает советы своему ученику, как выиграть эту игру. Ты, как быстро происходит борьба. Кстати, друзья, а вы заметили, на каком поле они дерутся? Я вот для вас нашел специальную фотографию этого поля. Вот я ее оставлю вам вот здесь. То есть вот она здесь сейчас появится. И как бы это специальное поле для борьбы алыш. Это поле состоит из центрального круга диаметром 1 метр, располагающийся в середине ковра и окружено оранжевой полосой шириной в 10 сантиметров. Центральная зона борьбы — это внутренняя часть ковра диаметром 7 метров. То есть это вот, смотрите, это вот эта вот часть, в которой они, собственно говоря, начинают свои сражения. А потом уже непосредственно выходят немножко из этого круга. Зона пассивности — оранжевая полоса шириной 1 метр. Это, я так понимаю, где они не должны драться, либо это полоса, по которой ходит судья. Да. И защитная зона шириной 1,5 метров. Это, наверное, безопасная зона, на которую могут выйти участники, чтобы не задеть зрителей. Скорее всего, так и есть, друзья. Ладно, смотрим дальше. Да, все участники и участницы одеты в специальные чапаны. Одного и того же цвета. С красным поясом, кстати. Это, наверное, знаете, две команды. Синяя и зеленая.
А здесь, я смотрю, сверху висят флаги. Наверное, это все страны, которые участвуют в Всемирных играх кочевников. Да, то есть там и Корея, и Кыргызстан, и Казахстан. Да, все страны, которые... В предыдущем видео, как раз таки про игры кочевников, я перечислял весь список стран, которые играют, собственно говоря, в игры кочевников. Кто не видел это видео, ссылка будет в описании, вот там подсказки. Не знаю, говорил я это или нет, но повторяюсь, если что. Да. В общем, друзья, я понял то, что эта игра очень сильно похожа на самбо. Дело в том, то, что мой папа в детстве, в моем, примерно моем возрасте, он занимался борьбой самбо. И он мне рассказал то, что борьба самбо очень похожа на борьбу алыш. Ах да, кстати, раз уж мы заговорили о отцах, хочу поздравить всех отцов со Всемирным Днем Отца, так как сегодня у нас на календаре 16 июня, а это, как вы знаете, Всемирный День Отца. Поэтому я поздравляю всех отцов и своего папу в том числе. Привет тебе, папа. Но если говорить про саму борьбу алыш, то мне серьезно понравилось. Это очень интересно смотреть, очень весело и классно наблюдать. А вообще очень здорово то, что придумали Всемирные игры кочевников, которые объединяют многие страны между собой, и между ними никогда не будет конфликтов. Вообще, я очень рад, то, что кыргызы и другие страны стараются сделать мир во всем мире. Это очень похвально. Кстати, друзья, хочу заметить то, что после просмотра этого видео мне захотелось познакомиться с еще другими видами спорта в Кыргызстане и не только. Поэтому, друзья, предлагайте мне другие виды спорта в комментариях, я обязательно все прочитаю и какой-нибудь вид спорта выберу для следующих видео. Вообще, пишите в комментариях свое мнение по поводу этой рубрики про спорт, потому что я считаю, то, что это очень интересная рубрика, и узнавать что-то новое про спорт разных стран всегда интересно. А также огромное спасибо, друзья, за просмотр. Надеюсь, что вам это видео понравилось. С вами был я, Саша. Да, пока-пока.